Во время войны мы находились под оккупацией. Когда, видимо, я так поняла, когда немцы отступали, у нас было полностью немецкое село, школа, вся инфраструктура, магазины, все говорили только по-немецки. Своя церковь, все свое. Всех, значит, нас вывезли насильственно. Вывезли, скомандовали. Ну, мне было, конечно, 6 лет. Я единственное помню, что во дворе переполох. Родители бегают, шумят, суетятся, что-то куда-то торопятся и все. И, значит, ну что, на подводу, ну, были своя лошадь, своя корова, на подводу брать минимум вещей. Ну и чтобы дети. У нас, значит, мать, отец, у нас было 4 детей. Я вторая по возрасту. Старшая сестра с 35-го, я с 38-го и меньше. И вот так мы пешком на подводах нас угнали через Румынию, Болгарию, через какие-то горы. Я только помню, что эти горы, как только в горы нас, кто постарше, с этой подводы снимали пешком, потому что лошадь не тянула. Ну, потом иногда передышку, иногда нас сажали, только оставляли маленьких. У нас одной сестре было годик, второй 3, а мы вот постарше. Так вот я помню, ехали, а потом оказались мы в Польше. В Польше там мы были подольше. Там и я, как поняла, не знаю, с рассказов родителей. Там и все забрали, отец даже куда-то на работу ходил. Мы жили в землянках, в землянке вырыли все. И потом нас вывезли в Германию. Эти немцы-то отступали. Нас вывезли в Германию. В Германии мы были, я, конечно, не знаю, как называется, но теперь там ГДР. Там мы пожили, конечно, прошли все эти бомбежки. Каждый день бомбежки, каждый день бомбежки. То у нас уже эти сумочки стояли, как только объявляют бомбежку, мы бегом в бомбоубежище. У меня даже на ноге осталась отметка. Как-то мы попали под эту бомбежку. Но кончилась война. Кончилась война, ну и нас домой с родителями. Ну, мы ведь что там, отец у нас, мы же не по-русски ничего не знали. Я только помню, что когда война такая, я поняла, теперь я понимаю, что эта война кончилась, видимо, американцы освобождали, потому что ехали машины и все черные люди. Мы прибегаем домой, ой, мама, там черные люди, как в саже вымазаны. Видимо, это были негры. Ну, в общем, кончилось, командовали домой. Довезли нас до Бреста. Там этот пункт, фильтрационный пункт. Там, ну и развозили потом поезда. Все, домой. Ну, как вот говорят по слухам, что первые 2-3 поезда все-таки увезли домой, но их потом тоже выселили. А нас всех посадили в эти вагоны товарные. В вагоне сидели, ну, не одна семья, прямо кучками. Каждая семья вот отдельное место. И как поезд тронулся, единственное, что я помню, что стоял крик, шум, гвалт. И как отец говорит, да, как повернул поезд на север, отец и говорит матери, вот так. Что ты наделала? Он, видимо, хотел. Конечно, нельзя было оставаться, потому что домой. Мы же родились в России. Но обманули, что везут домой. Обманули, повезут на север, нас теперь везут на верную гибель. Мало ли, что мы с тобой погибнем. Но вот 4 маленьких детей, 5, уже 5 у нас, в Германии у нас брат родился в 45-м году, 20 мая. И вот грудной ребенок, 6-месячный, нас везли, это вот 5 детей, это мы едем на верную гибель. Ну, привезли нас, ну, как там ехали в поезде, конечно, выскакивали, что-то варили. В общем, нас привезли вот здесь, в Айкино. В Айкино был как бы пересылочный пункт. И там развозили, вот были, видимо, представители разных там предприятий, что... И, ну, отец немножко, мало-мальски, видимо, по-русски умел общаться. Некоторые, вот был поезд в Воркуту ехали, в Ухту, а
он, видимо, или договорился, или что, в общем, на открытой машине, 45-градусный мороз, нас погрузили, и вот 15 декабря 1945 года мы приехали в Сыктывкар, в Дырнос, Дырновский кирпичный завод. Остальные там все повзрослее были, у нас же грудной ребенок. Куда, видимо, все ведь люди, там или русские, или коми, и мать-то, конечно, в слезы, я как все, я со всеми, у нее и сестра там была, куда-то меня, он говорит, все, больше я тебя не слушаюсь, высаживайте нас тут. Высадили нас в Дырносе, там была подготовлена бывшая конюшня, и вот на этой машине нас там выгрузили, опять на конюшне, ну, вот как большой зал, опять кучами, каждая семья, у каждой семьи свое. Но, конечно, была какая-то и одежда, что-то вот было. Мы же оттуда с Германии ехали. Не голые приехали, вот что было. Ну, отец потом ходил где-то куда-то там на работу. Мы потом, я не помню, сколько мы там в этом бараке, вот этой конюшне-то были. Нас потом расселяли в бараки. В бараке по 2 семьи, по 3 семьи, но уже как бы комната. Тот же общий зал был, вот так же комнаты. Но отец ходил на работу, куда мать с маленьким ребенком. В 1947 году отец умер. Умер отцу? Да. Ну, умер, как хотите так называть, от болезни, от голода, от чего? Ну, не от хорошей жизни. Вот считайте, мать 5 детей, 6-м беременная. И вот это куча детей. Он, значит, умер. Вот, умер он у нее на руках. Потом она пришла домой, вот это я помню. Она пришла домой. Господи, дорогие дети, не знаю, что вам сказать. Отца больше нет. Ну, конечно, мне вот было 7 лет. Старшей сестре было 9. Ну, отца нет, но все равно ведь не осознавали, как это вот. Мы привыкли, что родители за нас беспокоятся. И ей дали подводу. Она его похоронила в больничном городке, вот на кладбище здесь. Так мы места и не знаем. Поставила палку, ничего нету. И на завтра она пошла на кладбище, палки-то нет. И вернулась. И так мы не знаем до сегодняшнего дня, где его место. Старшая сестра, я-то, конечно, еще, ну, ничем не 7 лет, а старшая сестра всю жизнь мама упрекала. Вот ты виновата, что мы не знаем, где могила отца. Почему ты меня не взяла с собой? А куда она возьмет, когда тут мы куча? Ну и через 2 или 3 месяца, она родила, наверное, через месяц, но через 2 месяца умерла у нас сестра. Младшая. Здесь она, вот где сейчас роддом, там была больница. Они 2 девочки лежали, она умерла, можно сказать, с голоду. Написали водянка, но они опухли от голода. И вот эти, я как сейчас помню, девочка с ней была, вот, и эти 2 девочки, и вот у нас эта сестра тоже умерла. Еще полгода прошло вот этого мальчика, она родила, он тоже умер. И в итоге мы остались, вот мама и нас 4 детей. Она работала на кирпичном. Они с отцом все время ходили на отметку. Бежали на эту отметку, не шли, а бежали. Не дай бог опоздать. Одно помню, что это был инспектор Перевалов. Это слово на всю жизнь запомнилось. Перевалов, это комендант. Не дай бог туда опоздать. Все, или посадят, или чего. Это что за было? Это была отметка, что они не убежали. Это была... Но как они говорили на отметку, ей пришлось научиться русским словам. Она же потом работала среди людей. Это вот там, на Кирова, вот где КГБ. Вот там у каждого, видимо, вот кирпичный, лесозавод, где вот сейчас улица Клары Цеткин назывался, рабочий поселок, там очень много немцев было. А мы жили на Дырне, там с нами тоже были высланы литовцы, очень много украинцев с Западной Украины, тоже вот так вот вывезенные. Вот так она и работала. И до 54 года. Даже сестре, когда исполнилось 16 лет, она тоже еще ходила на отметку. Я уже нет. Я уже не ходила. Документов никаких. Документы, как перешли границу, все сожгли. Все фотографии, все документы, они все сожгли. И не дай бог что-то спрашивали,
много не рассказывали. Вот почему, чего, не спрашивай. Нету и все. Нету и все. Потом нам тут выписали свидетельство о рождении. Вот на стадион нас повели, там, ну, какие-то там сидели, там и врач был, взвесили, смерили. Вот спрашивают, сколько вам лет, где и когда вы родились. И на основании этого нам выписали свидетельство о рождении. Сняли с учета в 1954 году некоторые семьи, у кого очень много украинцев западной, многие уехали. Литовцы все уехали. Абсолютно. Там, по-моему, одна Виктория оставалась, я не помню фамилию у нее, я что-то тут связывалась с чем-то. В общем, а так все уехали. А некоторые с нашей деревни, как вот по словам, поехали туда в деревню, отпустили же, но вернулись. Там уже нечего делать. Дома заселили, там уже другая страна. Мы вообще до войны были Одесская область, тут теперь стали Молдавия вдруг. И они вернулись обратно. А мама с 4 детьми куда? Мы даже никуда и не пытались. Что там было? Вот, значит, училась я в 16-й школе, где это сейчас то место, где сейчас лицей народной дипломатии. С Дымоса мы ходили пешком. Конечно, немножко мы были как бы люди второго сорта. Да, люди второго сорта, на нас, конечно, косились, нас не очень. Нам надо было учиться хорошо, нас бы там заклевали. Но я-то пошла в школу в 9 лет, потому что я не знала русского языка. Меня отдали в садик. Ее, говорят, надо отдать в садик, пусть она среди детей. Отдали мне в садик, а там и русский, и коми, и немецкий-то ничего. Ну как-то, видимо, это, поэтому вот меня отдали вот в сентябре. Вот 10 сентября у меня день рождения, мне это было 9 лет. И в школе вот мы учились, у нас все такие были, все возрасты, такие. И 9-летние, и 11-летние вот эти украинцы, все, вот мы такие, и эти местные, их было мало. Было видно, к ним было особое отношение, особое. Но куда нам деваться? Учились мы, и в пионеры вступили, и, конечно, хоть мать была против, честно говоря, очень. А нам же хотелось влиться в коллектив, что мы, мы как все, чтобы нас это самое. Я училась очень хорошо, но еще бы, если у меня ум-то, особенно математика, физика, для меня это было всегда просто. Я даже могла ничего не делать. Единственное, мне было русский очень трудно. Для меня это самое трудное было. А изначально какой ваш язык-то? Родной-то какой? Ну, немецкий. Дома только... А почему в Молдавии оказались? Почему вас украли? Там же то же самое. Это вот когда Екатерина II вызывала, попалась так. Вот она и Доковна, они немцы по Волжье. У нас даже языки с ними не сходятся. И по Волжье, и в Сибирь возили, а тут вот на Украину, вот земли как тут дали, вот эти колонии были, я же вам говорю, вот колонии были. У нас есть своя школа, и своя церковь, все по-немецки. Все было. Целиком немецкие села. Вот так же в Одесском, вот Шик откуда, вот этот Волохов был. Они почти все стали. В Максаковке очень много таких было. Там прямо целиком деревнями. В Максаковке целиком деревня была в Одесской области. Тоже только до Польши их вывезли. Поэтому, а говорили по-немецки, школа по-немецки была. И у нас мама училась там в школе, она по-немецки. Когда уже мы учили в школе немецкий язык, латинский, она нам не могла прочитать. Она только умела готический. Вот сейчас ведь никто не умеет так читать. У меня вот племянник один, Андрей, он меня еще попросил, говорит, тетя, может, найдете книгу, чтобы на готическом, чтобы учить этот, по-латински. Она с нами учила потом эти латинские буквы. Потом, когда уже мы все стали, ну, уже повзрослели, уже постарели, куда-то стали выезжать, и мама говорит, я, говорит, хочу научиться по-русски читать. Вот магазин, я говорю, вон написано продукты, откуда я знаю? Мы купили букварь, мы уже все, уже в старших классах, мы купили букварь, она учила русский язык по букварю, с нами уже потом.